Заїхав так, закрити. Одного взял, сейчас никого не Я внутри, я как если бы детей не буду держать куда-то. Ну вот то же самое с ребенком. А как? Давайте быстрее. Идите сюда. Идите сюда. Будешь в классе, мы будем ждать. Берем сначала Б. А и Б. Поехали? Так красиво стояла. Доброе утро, девчонки и мальчишки. Доброе утро, дорогие родители, гости, учителя. Вот и кончилось веселое лето, а вместе с ними умчались такие короткие летние каникулы. Сегодня начало нового учебного года. Сегодня день встречи школьных друзей после долгой разлуки. Сегодня первый торжественный день в жизни 6-летних ребят, которые первый раз пришли в школу. Этот день особенный и 12-классников, которые последний год занимаются в нашем лицее. Итак, встречаем первые классы. Их по традиции сопровождают наши 12-классники. Давно, друзья веселые, простились вы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный класс
пока в этом учебном году. Внимание! Лицей! Равняйсь! Смирно! Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, объявляется открытой. Дорогие ребята, уважаемые гости и родители и педагоги, разрешите мне от своего имени и от имени всего педагогического коллектива поздравить вас с таким прекрасным, долгожданным, ярким событием 1 сентября, Днем Знаний. Приятное было время. И 40 лет назад я вышел из этих дверей со знаниями, которые дали мне прекрасные педагоги. И тот дух, который царил в школе, а школа выпустила не сотни, а тысячи специалистов, те, которые окончили вузы, которые по всему Советскому Союзу были разбросаны специалисты высшего ранга. Мне приятно сегодня говорить. Мне приятно говорить сегодня о тех временах, когда шло строительство школ, садиков, размах был. Я жил в прекрасное время. Мне это приятно сегодня говорить. Но я хотел бы вам напомнить сегодня. Хочу сказать, что вам повезло. Вам все равно повезло даже в это время. Вам повезло даже с тем, что имя Карачибана, человека, который именно жил духом патриотизма, который нам всем передал вот этот дух патриотизма, он и сегодня живет. Такие люди рождаются очень редко. Раз 100, а может 200, а может быть и 300 лет. Вам повезло сегодня, потому что мы все равно, несмотря на трудности, идем вперед. И пользуясь случаем... Вы, как пешеходы, встречаете на дороге других участников дорожного движения. Это велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты и другие. Поэтому очень важно, чтобы вы были очень внимательны и осторожны на дороге. Надеемся, что они вам помогут стать примерными пешеходами. Желаем вам безопасных дорог и спасибо за внимание. Поздравляю с праздником! Я хотела бы предоставить слово преподавателю нашего лицея Исанину Валентину. Чиполлино, друг, скажи нам, из-за чего ты плачешь? Я плачу, потому что не хочу в школу. Моя старшая сестра Свекла получила 2 в школе и очень горько плакала. Вот поэтому я не хочу в школу. И улыбается по-летнему осенний ласковый денек. Пришли на праздник 7-летний, на школьный первый свой звонок. Большое спасибо, вы пришли на свой школьный первый звонок, и аплодисменты нашим первоклашкам. Спасибо. И я предоставляю слово, ответное слово нашим 12-классникам.
Дорогие первоклассники, мы решили вам посвятить небольшой стишок. Вот пришел желанный час, ты зачислен в 1 класс. Ты, дружок, послушай нас, мы дадим тебе наказ. Всем о школе расскажи, честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. В школе должен научиться ты читать, считать, писать. Не позволено лениться, нужно делать все на 5. Ну, можно и на 10, но кому как удобнее. Должен знать ты отлично. Дорожить, драться в школе неприлично. Чтобы был всегда ты весел, пой хороших песен. Чтобы был всегда здоров, кашу ешь, кефир и плов. Слушай папу, маму и учительницу тоже, иногда. И усваивай программу. Если что, то мы поможем. Обращайся к нам. Дорогие первоклассники, сегодня особенный день в вашей жизни. Это новый этап, который вы сможете пройти лишь своим трудом. Вы уже стали взрослее, смышленнее, так что не остается сомнений, что вы справитесь. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Уважаемые малыши, поздравляем вас! Теперь вы не просто дети, теперь вы первоклассники. В нашем лицее существует красивая традиция. Каждый год выпускники дарят вам ключ. Этот ключ откроет вам двери в ваш второй дом и поможет вам пройти в этом нелегком труду. Спасибо. Все, большое спасибо. Помогите детям, пожалуйста, спуститься. И вот наступил торжественный миг. Минуту внимания. Замри, ученик. Сейчас он раздастся. Ваш первый звонок. Вас пригласит он на первый урок. Почетное право дать первый звонок в этом учебном году предоставляется ученице 1 класса Варман Виктории и ученику 12 Б класса Данилову Александру. Озаренная солнечным светом, быстро промчится короткое лето. Но не придем больше светлый наш глаз, школьный звонок прозвучит не для нас, школьный звонок прозвучит не для нас. Среди звонок, грустный и веселый. Итак, на такой веселой ноте наша торжественная часть подошла к концу. И все учащиеся приглашаются на первый урок, который будет посвящен Григорию Венеру. И по традиции первыми в лицей заходят первые классы в сопровождении их классных руководителей и 12 классы.
Давно, друзья веселые, простились вы со школою, но каждый год мы в свой приход. Березки слезами встречают нас. А вы вот так перед они будут зазвонить. Сейчас я возьму стульчик. Так, я посередине. Сейчас вы все стулья видели. Садитесь. Не надо. Сейчас я буду. Можно я выйду? Я так с сотками пообщаться. Так. Давайте, ребятки, садитесь. Садитесь, побеседуем. Давайте. Давай.